А сегодня что? Какой день сегодня? Сегодня воскресенье. Ого. Я думала, сегодня суббота. Ой, ой. Как же ногу-то зажать? Так, мы в эфире. Анастасия молодец, самая первая. Вот пунктуальный человек. Так, друзья, мы все собрались или не все? Подскажите мне, пожалуйста, сколько нас сейчас здесь собралось в кружок? Добрый вечер всем, друзья. Добрый вечер, кто уже здесь, кто видит, кто слышит. Всем добрый вечер. Так, звук. Что со звуком? Скажите, пожалуйста. 21 человек. А скажите, как слышно? Слышно, да? Ну и хорошо, замечательно. Так, друзья, давайте, 21 человек, конечно, маловато. Угу. Маловато, да? Маловато нас, но ничего. Давайте, друзья, вот у кого какие есть вопросы, оперативненько соберемся. Сегодня выходной, у всех дела. Ага, 27, хорошо, прибывает. Так, у кого какие есть вопросы? У кого? Давайте начнем с вопросов или с чего мне начать? Задайте тему. Так, Демушка, да, поняла. Значит, про корм скажу. Демушка, Дана и корм, да? Главный вопрос – корм. Да, друзья, хочу поблагодарить всех, кто участвовал, кто помогал, кто свои денежки присылал. На корм мы собрали на 2-3 передержки, на 2 передержки отправлены деньги, на 3-ю передержку сейчас дособираю сумму, чтобы побольше мешков было, на 4-ю, 5-ю там поменьше собак живет. Но, думаю, тоже дособираем. Вы знаете, корм – это у нас процесс бесконечный. Одна передержка доедает корм, у второй еще пока есть, у третьей немного есть, заканчивается. И так, где 10 мешков, где 20 мешков, где у кого сколько не хватает, столько и отправляю. На одну передержку сегодня отправила на 30 мешков, но там у них еще есть, надо прививки покупать, надо еще расходы, обработки закончились. То есть все это вот так сопоставляется, где кому сколько, распределяю на разные передержки, кому больше мешков, кому меньше мешков, но, по крайней мере, всегда есть кто не охвачен еще, там, где 24 собаки живут, туда еще не отправляла, поэтому, в принципе, сбор мы все равно продолжаем, друзья. Потом, значит, из Германии от Леси, да, Маша, да, привет.
куда уехали котята. То есть тема корма, она у нас вечная вечная тема, поэтому вы нас, пожалуйста, не забывайте. Мы из корма можем взять на обработки, на прививки, на какие-то на лекарства. Ну, то есть у нас всегда есть куда ущипнуть и еще где-то добавить. Счет завтра в ролике мы посчитаем, сколько нам выставили. Там счета еще не считала пока. Много там счетов за каждый день по Демушке и по Дане. Вот, поэтому завтра будет ролик, мы вам все расскажем и покажем. Так, теперь, значит, Демушка, вы знаете, нормально, хорошо, на этой неделе планируют снять уже швы на глазу, как бы, ну, 3 операции, да, у нас были удаление глаза, зашили плоть всю, думали, что вообще дойдет дело до удаления всего члена, как-то они меня напугали. Я говорю, давайте сделаем так, чтобы хватило плоть зашить и закрыть этот член. В общем, это такая операция тоже вторая была какая-то волнительная для меня, только чтобы оставили ему этот орган. И удалили семенники, там тоже что-то им не нравилось, и не знаю, в общем-то вот 3 операции, то есть и кастрировали тоже заодно, все успели, ну, под одним наркозом, то есть вот, чтобы минимизировать наркоза, все сделали в одной операции. Вот как бы, ну, все хорошо, он активен, он хорошо ест, он с удовольствием гуляет, но в основном ему приходится сидеть в клетке, потому что сейчас пока еще он продолжает пить антибиотики. Ну вот, пока вот так вот. У Даны тоже боюсь сглазить, но пока без операции говорят, что затягивается вот этот обрубок хвоста, который ей оторвали, затягивается или купируется, как это правильно сказать, ну как-то идет, не гноится, по крайней мере, нет предпосылок к новой операции, что тоже меня радует. Вот, значит, это по этим 2. С Робином нет, Робин продолжает, остается пока на передержке в Эстонии, пока нет информации, что семья найдена. Да, друзья, ставьте лайки, рассказывайте о нашем канале, пожалуйста, чтобы нас, прибывало. Как мы с трудом переживаем каждое лето, и вот еще одно лето тоже идет к завершению. Хочу, чтобы нас было гораздо больше. Так, астраханские девочки пока сидят, пока пьют таблетки. И смещение произошло там у доктора, отпуск, отложили это вот на попозже, сейчас пока пьем, то, что доктор прописал, но тоже идем к тому, что надо будет этот укол жутко дорогой все-таки сделать. Вот, так, с черным котиком с Якутии, который был на заднем плане в одном из видео. Так, с черным котиком. У нас их было несколько. Если те, которые в январе в январе тоже приехали, в мае приехали, или приехал тот котик, который с котятами, да, с 4. Этот котик у нас едет скоро в семью, да, он едет в семью. В конце этого месяца. Он едет в семью, в Германию, к нашей подписчице, к девушке, с которой мы знакомы лично. Это кошечка с тяжелой судьбой, да. Ее зовут Тася. Тася, да. Ольга, если слышит нас, наверное, не слышит. Мы с ней на связи, поэтому она уедет в семью. Так, а вот 4 котенка, друзья, у нас остаются. Они пока еще маловаты. Понимаете как? Я люблю все-таки поставить прививку, чтобы нам не заразиться нигде ничем. Вот, поэтому для прививки они немножко маловаты. Выжидаем недельку-другую.
чтобы прививка поставлена была. И очень хочу, чтобы вы откликнулись и разобрали хоть по одному котенку. Ну, хоть по одному. Они настолько красивые, они смышленые, они ходят в лоток. Вот, поэтому, пожалуйста, откликайтесь. Можно пересмотреть ролик, если что, я могу прислать новые видео, как они на передержке. Они играют, игривые, умненькие. Анализы сдали, по анализам все хорошо. Поэтому, пожалуйста, откликайтесь. Я же, понимаете, впереди зима, осень. Но я просто никого других не спасу. У меня, вы же понимаете, или, может, не понимаете, что у меня негде их держать, содержать, и не на что. А когда по одному, где 3 кошки, там и 4-й. Вот. Я вас только, конечно, прошу, не знаю, наверное, все это тщетно, но просто руки будут заняты. И передержка скоро, кстати, уезжает. По-моему, или в санаторий, или куда-то уезжает, поэтому мы должны по-любому до конца августа их забрать. Куда я денусь? У нас же еще Тося и Буся есть, 2 кошечки полосатенькие, но они же тоже сидят на передержке, они же тоже не разобраны. Вот. Не знаю, как-то, вот знаете, время эфирное тратить в роликах на показывание одних и тех же хвостов, это просто воровать время эфирное. Хочется же что-то новое рассказать. А если постоянно показывать и говорить, вот они какие, они еще не разобраны, разберите, пожалуйста. Потом снова, и это все одно и то же. Очень занудно и вообще нудно показывать одно и то же. Но, к сожалению, ролики уходят вниз, мы показываем что-то новое, а все, что внизу в прежних роликах показывали, оно зависает на мне. Мои трепыхания, мои звонки, мои договоренности, опять такси, опять перевезите на другую передержку, ой, надо не заразиться там, ой, надо все-таки провакцинировать. Как-то это все. У меня руки скованы, чтобы спасти кого-то из новых, понимаете? Нам всем хочется спасти кого-то еще, кого-то новых. Но чтобы спасти кого-то новых, поверьте, там их очень много. И так много их там погибает, мы об этом говорили, да, очень много, хочется сказать, да не может сказать. Стараешься себя держать, да, в рамках приличия, тут не говорить, а что говорить толку? Посудачим мы, так по-бабски, да, тары-бары в комментариях, а это вопрос не решает. От того, что мы с вами будем больше говорить, осуждать, критиковать, ругать, от этого не будет меньше смертей. Поэтому, если кто-то мне скажет, а вы говорите, а вы кричите, а вы давайте огласки, да уже больше, чем я говорю, уже больше некуда, но дела-то делать надо. Надо все-таки дела делать, а не просто кричать криком. Но погибает их там очень много, поэтому все даже не покажешь. В Германию где-то примерно 300. Незабудка, да, я незабудки отвечаю, где-то примерно 349 человек. А что с теми собачками, 500 штук из приюта Якутск, которые хотели усыпить из-за бруцеллеза? Значит, 500 собачек можно как бы забыть, там больше, чем 500 погибло за полгода, поэтому там и без. Спасибо, Аня, за донат. Спасибо. Значит, там мы же рассказывали вам в ролике, что за 5 месяцев там погибло порядка 800 с чем-то собак. Представьте себе, 800 с чем-то, это сюда, наверное, входит и часть из тех, которых признали бруцеллезными, и часть не бруцеллезные. Но там все условия созданы для того, чтобы они самоуничтожались. Это так несложно сделать, это очень несложно. Это даже не надо руку человека прикладывать, да, и чиновники, они просто умывают руки, да, они просто сажают
всех злостных, там, с течными, со слабыми, с голодными, хилыми, которые за себя не могут постоять. Таких же много, правильно? И они поедают, там, раздирают, ну, это все понятно, да, чушь не порвать. Ну, а иначе откуда, скажите? Откуда иначе 800 погибших за 5 месяцев? А плюс еще тех, кого просто травят и убивают. То есть там убийства идут прямым ходом. Про эти 500, ну, подведут они к тому, чтобы остатки от этих 500 тоже замочить, убить. Так. В общем, пока они бегают за этим бруцеллезом, так все как-то навязано, так искусственно, так неестественно, вешая на собак этот бруцеллез, да, который к собакам не имеет никакого отношения, а им плевать. И у них он падеж среди оленей. Среди оленей, там, где, ну, где они там, господи, живут, не в самом Якутске, а там, где их, ну, господи, регионы Якутии, да, север там или юг Якутии, там падеж среди... А что нас выбило? Там падеж... Так, что нас выбило? Где у меня картинка? Или я есть? Да, есть. Там падеж среди оленей. Вот они там пишут, 400 оленей погибло у оленеводов. Вы представляете? Людмила, спасибо. Падеж, ну, даже не знаю, что про это говорить. Ну, то есть они не занимаются, вот эти чиновники, все департаменты, которые должны заниматься животным миром, да, они настолько взяли за объект, главный объект для них это ППЖ, что они забыли про всех других животных, которые у них в Якутии есть. Но департамент, вроде который должен, миссия должна быть у него защищать, предотвращать какие-то там болезни, они очень нацелены только убивать. Это их цель. Но они как бы вот, знаете, я их вижу, если они меня сейчас видят, ну просто должна им сказать, ну так скромненько сказать, что департамент является шестеркой. Шестеркой власти, мэра, высшей власти, администрации города, они просто являются шестерками, очень некрасиво себя ведут. Вот это настолько ярко бросается в глаза, как скажет там мэр, да, и они уже тяф-тяф-тяф там, да, на цирлах и стараются угодить. Сардания, Григорьеву, там, да, вот все, ну, то есть не имеют своей точки зрения, своего мнения, очень боятся потерять, видимо, свои должности, и поэтому, ну, сказали, что надо все-таки бруцеллез продвинуть, да, ну, все, значит, линия партии на бруцеллез. Фигня вопрос, что там олени падают, да, пойдешь олени, это потом. Но за любое малейшее хватаются, чтобы только карантин. Вот для чего устроили в ППЖ карантин? Проблема вечная. У карантина должен быть срок, а тут бессрочный карантин. Для чего? Да чтобы от посторонних глаз убрать, закрыть двери, и чтобы не приходили все неравнодушные, кричащие и не кричали: ой, этот убивает этого, там этот загрызает этого, ой, разомните. Ведь это же крик всегда, да? И потом еще, если это все покажут, а тут двери закрыли, карантин. Какой карантин? Ну вот это как можно так, как не стыдно, да? У людей нет ни стыда, ни совести. Какой карантин-то? Карантин надо от людей сделать и изолировать людей. Там много тюрем, и всех посадить в тюрьмы. С удовольствием бы это все сделала. А собак... Вот, так, значит, про что я говорила, господи. Оденьте наушники или выключите себя
на стриме. Двоится. Выключите на стриме, который смотрите. Так, я не поняла, что меня плохо слышно? Почему мне надо одеть наушники? Или выключить звук? Если меня плохо слышно, ну давайте тогда как-то мы подремонтируем, что ли, что-то, да? Так. Скоро зима, скоро осень. Еще вот месячишка, да, и все, скоро начнется снова новая печаль. Это новые смерти, в общем-то, вот так вот. Вы знаете, мне кажется, что все устали, и вы в том числе устали, одно и то же. Одно и то же говорить, слышать, осуждать, ругать их, критиковать, как с гуся вода. Без... Эх, ушло. Это самое, как с гуся вода. Вы знаете, и прокуратура тоже, вот Елена Анатольевна тоже пишет бесконечно, очень подробные, очень доходчивые письма, но они все спускают вниз, туда, в Якутск, а оттуда присылают, что, в общем-то, ППЖ, если так, в двух словах, это курорт, а питание там ресторанное, поэтому все замечательно. Вот. Так что вот так, друзья, все, ну, в общем, ничего никак не докажешь. А в это время они гибнут и гибнут. Вы знаете, ну вот достаточно ничего не делать, да, и они уже, даже не надо их вот убивать там жестоко или не жестоко там, да они сами уничтожатся все. Их мороз заморозит, потом осенью это наводнение в этих самых вольерах, которые настроили курам насмех чиновники, они утопали там в воде. То будки осенью, сейчас летом не положено о будках думать, они будут думать тогда, когда это будет декабрь, январь, когда уже там, ну, несколько сотен погибнет, они будут все имитацию делать, что они как бы вот привезут, скоро будки привезут, ну, в общем, скоро все привезут, все там будет скоро волшебное, еще волшебнее, чем есть и было. Вот ничего не меняется на протяжении 6 лет. Я даже не знаю, что сказать. И главное, это все в оболочке защитников делается, как будто бы руководят этим пунктом, как будто бы люди неравнодушные до животных, но которые редко бывают и редко подходят к этим вольерам, которые редко видят, что там происходит. Ну что такое в 5-6 вечера уйти домой, а охранникам нет дела? Ой, собаки, за ночь жрите друг друга сколько хотите. Изолировать их надо. Я всегда кричала и кричу. Зонирование быть должно. Это животный мир. В любом зоопарке, в любом приюте. Собаки, животные, неважно. Жирафы, бегемоты, крокодилы, кто угодно. Они не живут, это только в дикой природе, может быть, живут они все вместе. И там съедает один другого. А во всех остальных, тем более домашнее животное, собака у нас не дикое животное, должно быть зонирование. По-другому никак. Но не хотят они этого слышать. Никогда еще ничего. Вот вы видели когда-нибудь, вот видео показываем мы, вы видите когда-нибудь хоть что-то было зонировано? Ну как можно 40 собак в один вольер посадить? Да хоть 20, хоть 30, даже 5 собак не посадишь. А зонирование это предполагает все-таки, да, столбы, решетки, там балки, это все должно, это, конечно, все денег стоит. Не входит это в планы. Новых насажали, фигак их там в этот вольер, пускай гибнут. Поэтому, да, что там бруцеллез.
Зачем он им нужен, бруцеллез? И без бруцеллеза, и без их рук все сделано. Но лучше ничего не будет, конечно. Да, и главное, что если нет стыда и совести, то народ молчит, да не знаю, какой народ молчит. Тот народ, который называется весь мир, все города, то мы не молчим. А те народ, которые там живут, но те, которые неравнодушны, их слишком мало, их голоса никто не услышит. Или там им по башочке так, чик-чик, сиди и не вякай. Сидят и не вякают. А что толку-то? Ну сколько они будут? Да нет. Питерцам уважение. И мое тоже. Живу в доме. Моего кота обижал соседский. Заперти нет, так к моему коту прохода не давал, не знаю только почему. Лара, вам большое спасибо. Так, давайте мы, спасибо вам, спасибо на добром слове. Вы давайте скомпонуем, я сегодня, знаете, очень так себе установку дала, чтобы ваше время не тратить, и мне тоже вы даете как бы в укор, что развела балалайку надолго, а вам слушать некогда. Мне кажется, я говорю быстро, но постоянно что-то об одном и том же. Что про ППЖ говорить? Если можешь спасти, называется, то хватай, спасай и беги. Все, это все спасение. А вот это вот разводить, как они там должны, да какие они, ну что толку-то? Поэтому я вообще как бы до 2020 года спасала очень, мне казалось, тихо, молча, и поэтому спасали много. А сейчас много болтовни, а селенки-то уже все не те. Ну, я хочу сказать, что да, конечно. Кто-то мне еще в укор ставит, а что ты наспасала много? Вот так и наспасал, друзья. Вот когда мне присылают собаку сожранную, да, покусанную, и она из последнего издыхания дает, и вот так хватаешь, потому что, ну, кто-то может сказать: ой, бедненькая, как тебя жалко, ой. Понимаете, вот это вот не мой стиль. Я не буду говорить, что бедненькая, как тебя жалко. Вот мозг вот так взрывается сразу. 7 минут я думаю, что сделать. Так, куда посадить? Так, стационара нету. Куда? И вот так нахапала, потому что сердце ёкает, хватаешь и бежишь, и несешься. У этого это сожрали, у этого хвост сожрали, у этого покусы на шее, у этого окровавленной шеи, у этого то все. 2 дня назад не успели собаку спасти. Даже мои быстрые 7 минут раздумий не помогли. Собака умерла. Вот, поэтому, не знаю, друзья, хочу сказать вот еще что. Ирма, моя спасенная Ирма закончила курсы и получила диплом. Ух ты, умнейшая, добрейшая Ирмочка. Ничего себе. То есть получилось, да, у нее получить курс обучения хорошего поведения. Да она и так-то была лапочка, но, видимо, сейчас еще стало лучше. У Ольги, это Ольга вот пишет, она живет в Европе у нее. Вот. И что я хотела сказать? Хочу сказать, что Тея наша, помните, недавно, вот буквально в конце июля мы вывозили, спасли, от усыпления из одной семьи котика, британца, и Теечку. В общем, котик в семье живет, пристроен, да, в семье. И это самое... И Тея тоже уехала в семью. Мы расскажем вам в ролике обязательно. Ой, да, что-то от этих смертей. И Тея тоже уехала в семью, мы вам расскажем. И люди настолько очарованы этой семьей, прям видно, как они любят ее, как она им пришлась. Теперь у них 2, она второй собакой поехала.
в Европу. И сейчас там захотели еще их родственники или их знакомые, ну, в общем, кто-то еще захотел. А нет ли, говорит, у вас еще такой? Я говорю, как нет? Полно в ППЖ. Полно. Ну, она-то хаска, конечно, я же не занимаюсь этими хасками. Но теперь придется, друзья, не знаю, как вы поддержите или не поддержите, если есть спрос и если есть желание спасти. А там их много, таких несчастных. Они же бывшие домашние. Ну, просто наигрались, наохотились или там не охотились, а просто непригодны к охоте. Обычно, вы знаете, выкидывают и сдают собак, если она непригодна к охоте. Это значит хорошо, понимаете? Это хорошая собака, которая непригодна к охоте. Которая пригодна к охоте, ой-ой-ой, нам за такую не возьмусь. Надо спасать тогда. Ну, на кого есть спрос, надо спасать тех, кого хотят взять, кого хотят пристроить. Ну, по крайней мере, надо что-то думать об этом тоже. А на все это, конечно же, нужны деньги. Вот. Так, друзья, что еще? Скажите, что еще вам рассказать? Ролик будет завтра. 40 минут, да, у нас прошло. Ролик будет завтра, мы готовим. Просто не все успеваю. Сорвала спину. Между делом скажу, что сорвала спину. Все, мои позвонки полетели. Теперь я или прыгаю, хожу на корячках, или встаю 5 минут на подъем. Проверяет, что такое лавин. Не лавин, наверное, у нас на работе пристраивают, проверяют. Не очень поняла чата, давайте по делу. Да, друзья, давайте оперативно. Настя тоже тогда мне говорила, давайте быстро, давайте за полчаса. Если спрос, обязательно спасать и пристраивать. Да, конечно, но первоначальные движения, друзья, должны быть от нас исходить, поэтому мы должны... Большая проблема с передержками, если она есть, то ее надо в Якутске оплачивать, а там дальше уже от Москвы дальше, то там они уже будут платить, а мы до Москвы просто святое дело должны оплачивать, а мы тут то на корм, то на лечение спасаем, Господи, собираем. Что отдали предпочтение Наташину? Есть ли пристройство в последнее время? Говорили, что отдали предпочтение Наташину. Наташину тоже, конечно, в первую очередь. Настя, Наташа с вами в чате, да, конечно, потому что у нее же мелкаши, поэтому потихонечку, наверное, там как-то уезжают. Но сейчас август совсем, вы знаете, совсем глухой вопрос в вопросе, в деле пристройства. Как-то совсем не радостно. Ну, Тея, да, Тея покажем, как она в каком раю живет. Это очень приятно. Отдыхайте. Ой, Вита, это вы что такое мне сказали? Отдыхать это как? Я не знаю, что такое отдыхать. Когда мне говорят утром, кто-то пишет доброго утра, счастливого утра, а другие присылают окровавленных, умирающих, загрызанных, потом опять доброго утречка. Я опять не понимаю, какое доброе утречко, у кого оно доброе утречко. У меня не бывает ни утречка, ни вечерушечки добренькой, ничего не бывает. Круглосуточно что-то прям какой-то кошмар. Но стараюсь так мозги выключать, но мне не дают их так отключить все равно. Я не могу даже подвинуться, потому что позвонки у меня полетели. И теперь я скреплю, как старые клячи. Так, какие-то еще есть вопросы? Нет? Нравится поделиться. Что на Facebook не дают вас отправить поделиться? Почему? А наш Антонов любит животных. Юрий вам не писал, не помогал материально? Кто? Юрий Антонов? Юрий Антонов, как-то он кошатник. И он операции какие-то недавно перенес, я читала где-то. Нет, не помогал. Вот, видно, очень плохо дошло уже, что наделал. Маргарита Иванова, не надо.
Ему, видно, очень плохо. Дошло уже, что она делала. Да, зато и радостно. Бог, чтобы забрать жизнь. Так, друзья, ну тогда все. Если вопросов больше нет, да, то, видите, у нас стрим получается только через месяц. Ну, в принципе, потому что дела надо больше делать, а стрим это просто у нас такая небольшая говорильня. Если какие-то есть вопросы, вы и так мне напишите, да, и в комментариях вы пишете, и в личку можете написать. Мы рассказываем в роликах, лайки ставьте, комментарии пишите. Не забывайте, пожалуйста, это влияет на продвижение канала, да, как мы это помним. Вот, ну все тогда, наверное, больше ничего. Я не знаю, что еще можно сказать, что-то может быть, ну что. Друзья, когда вы помогаете нам, то мы можем, конечно, еще кого-то спасти, там, да, хотя уже спасать больше некуда, но некоторые морды так вот, вы знаете, торкают, за живое берут. Прям не могу эти глаза сняться, ну вот хотя бы тех, которые торкают. А потом я смотрю, рядом какая серая отходит в сторонку, как будто бы понимает, что она серенькая, и что ей не суждено быть замеченной. И у меня прям ком в горле подкатывается, и я думаю, я не могу даже передать словами. То есть ярких спасем, там покусанных спасем, а те, которые еще не покусанные, она пойдет в сторонку ждать свою смертушку. Конечно, она погибнет, все погибнут. Ну, если не сожрут, то осенью их загрызут. Будут не хватит, сена не хватит, соломы не хватит. Лапкой будут солому пододвигать, как вы помните, да? Кого-то не спасем, да никого не спасем. И еще они, и да, забыла сказать, они как-то сейчас принимают меры по усложнению, ставят палки в колеса, чтобы еще усложнить и не дать возможность вывести даже единицы тех, да мы и так много не спасаем, у вас есть там целое поле для убийств, да, чиновникам говорю, а уж если мы точечно спасаем, почему не дать спасти, зачем, почему, нам и так тяжело. Нам и так не на что, мы и так вот последние 100 рублей отдаем. Но почему даже не давать этих спасти? Кому они сделали такое, чтобы, ну, я не знаю, мы и так спасаем добрых, да? Ну, не знаю, я не знаю, они собираются еще какую-то справку вводить, которую называется «Хрен получишь». Теперь надо, как я поняла, с департаментом согласовывать, если ты хочешь собаку вывести. Это примерно, знаете как? Это примерно, вот если ты хочешь что-то сделать, ты у Путина спроси. А Путин вам ответит, вы знаете, что нет, да? Вот примерно так же. У департамента разрешение спросить в письменном виде. А если... департамент работает только 5 дней в неделю. А самолет утром в понедельник. Значит, все, ты упускаешь возможность даже и один раз в месяц вывести, потому что у тебя нет справки из департамента. А со справкой из департамента ты должен пойти в госклинику и получить там еще справку. Вы понимаете, какое идет нарушение? Это где, в каком законе такое прописано? Когда, за какой срок? У нас нет такой возможности, чтобы загодя оповестить департамент, пойти на поклон, покланяться ему, объяснить, какая собака, зачем, кто ты такой, чего. Все собаки должны зарегистрированы быть вот в этой системе Меркурия. Это что за бред такой? Отбивает желание спасать, вывозить, участвовать. Это что такое вообще? Если они это ведут, то все. Они ведут работу, они не просто так, они одну справку, я считаю, противозаконную, ни из одного города, ни в каких городах России, да, не нужна справка перевести, чтобы, да, там из Караганды, там в Владивосток, там в Ростов, в Тамбов или еще куда-то, не нужны эти справки.
А прививки мы и так ставим. Прививка самое главное от бешенства. А сейчас они еще. Для чего? Вы что, департамент, берете на себя функцию Всевышнего? Вы что, знаете всех собак по именам? Давать разрешение вот этой собаке вы дадите разрешение? Я еще не знаю, может быть, еще за это и денег надо им заплатить. А то вдруг мало у них в казне. Ну, в общем, вот все, что я вижу, ну, уже дальше некуда, просто не хочется даже говорить. Если это будет, мы вам расскажем в роликах. Да, это понятно, Ольга, понятно. Еще помощи. Друзья, понимаете, вот котов я привезла, да, но котов тоже надо содержать, прививки покупать. Если прививки делать, ну, в клиниках, то это минимум 1500. Минимум 1500. 4 котенка это по 1500, это 6000. Другие 2 кошки то же самое. Да боже мой, что-то меня пугает. Якуточка. Я вам покажу, раз она прыгнула ко мне, но она, значит, хочет показаться. Голубоглазка. Ну, хотя бы, понимаете как, ну, хотя бы самим поставить прививки, тогда будет это подешевле. И, ну, это же тоже нужны деньги. И на кошек нужны деньги, ну, бесконечно. То одни, то другие. А вакцину надо еще 2 раза через 21 день. Имейте в виду, как мне сказали, это справка, что животных привито, нет бешенства. Да нет, этого недостаточно. Иван, этого недостаточно, это все. Им этого недостаточно. Ну, департамент, это же вообще трэш. Аж смешно стало. У вас с головой все в порядке? После прочитанного хочется вам обратиться к врачу. Всех отсняли в пиар. Нет, не всех. Дожди были и отказались ехать. И сама передержка еще тоже заболела. Ой, кто болеет, то прививки бесплатно. В Питере делают прививки бесплатно. Бесплатно прививки делают нам не это только от бешенства. От бешенства она стоит 100 рублей, а нам же надо прививки поставить. И от чумы, и от энтерита, и от всего на свете. И бесплатно, не забывайте, надо взять такси и повезти туда, допустим, плановые прививки, ну там 100 собак или 200. А как, на каком рефрижераторе, на каком вертолете повезти собак? Это надо зоотакси заплатить. А зоотакси будет стоить дороже, чем сама прививка. Все мы это умеем подсчитывать, поставлять, и мы и так делаем, как дешевле. Так, друзья, ну, наверное, все, да? Хочется взять кого-нибудь, но некуда. Доделаю ремонт в доме. В Подмосковье возьму 2 звонков. 2 звонков и кошечку. То есть звонков это этих гавкающих, да, собак, что ли? Я не знаю, кто звонок у нас. Гавкающие собачки, да? Ну, есть такие, конечно, такие всегда есть. Но, слава богу, не так много. Я не люблю гавкающих собак. Проблем никаких в Якутске, только собаки, это неправильно. Но это очень мягко сказано, неправильно. В Якутске, да, больше нет проблем. Жилье, дороги, бараки, там нет проблем, там только одни собаки. Кошкам, да, если вы, Иван, если вы брат, то напишите мне. Может быть, вы приедете, поставите нашим подопечным прививки, потому что они сейчас подходят как раз к прививочному возрасту. И да, и нам очень нужны прививки в области собак и кошки, которые прилетели в мае.
а потом они болели, антибиотики принимали, потом выдерживали паузу, и мы с Алиной так еще не дошли до прививок. Поэтому нам надо там поставить прививки, да. Если вы имеете к этому отношение, пожалуйста, напишите мне на WhatsApp, давайте организуемся. Купите в Москве, с хладоэлементами в холодильнике надо довести и поставить. Так, все. Так, час 50 минут, то есть прошло. Всем уже надоело. Друзья, все тогда, да, конец нашего разговора, конец, в общем, все, связи на этом стрим заканчиваем. Если что, то пишите в личку. Что знаю, что могу, отвечу. Всем пока. Чтобы охраняли звонки, поняла. Найдем таких. Найдем.